Вы знаете, группа пока. Всё? Читаем. Я вот тут вывела цель задачи. Здравствуйте, уважаемые коллеги, специалисты, взаимодействующие с нашим республиканским консультационным центром. Сегодня мы открываем цикл вебинаров, которые посвящены непосредственно информированию деятельности Республиканского консультационного центра, а также мы разъясняем сегодня и в последующих вебинарах вопросы взаимодействия с Республиканским консультационным центром по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Республиканский консультационный центр создан и функционирует в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Республиканский консультационный центр начал свою работу в 2019 году и в 2020 году продолжает свою работу. Хочется сказать, что основная цель нашего проекта «Поддержка семей, имеющих детей», регионального проекта, это прежде всего оказание консультационных услуг. И, соответственно, оказание к 2024 году не менее 20 миллионов услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям. Данный проект имеет основные 4 задачи. Прежде всего, в настоящее время основная работа, связанная с родительским просвещением, рассматривается через федеральный портал информационной поддержки детей «Растим детей». Данный портал был создан и апробирован в 2019 году. В 2020 году он продолжает свою работу, и более позднее мы скажем о том, как мы на этом портале вместе с вами будем работать через систему личного кабинета. Если мы посмотрим на показатели оказания психолого-педагогической помощи и консультативной помощи родителям, то мы видим, что в период с 2019 по 2024 год данные показатели увеличиваются в прогрессии, значит, от 2 миллионов до 20 миллионов. Надо сказать, что, наверное, это одна из самых сложных задач, которая сегодня стоит в рамках реализации данного проекта. Безусловно, в рамках решения этих задач у нас появляются социально ориентированные некоммерческие организации, которые точно так же выполняют задачи оказания определенных услуг нашим родителям, законным представителям. В настоящее время разработаны, внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, которые непосредственно помогают осуществлять содержание и организацию деятельности муниципальных консультационных центров и республиканских консультационных центров. И, соответственно, следующий, последний показатель, который также говорит об эффективности данной работы, это доля граждан, высоко оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической, консультативной помощи родителям. И мы также видим, что доля данных граждан, оценивших положительно оказание данных услуг, она растет из года в год, увеличивается. Следующий момент, о котором нам хотелось сказать, что в Республике Коми у нас достаточно много организаций, которые уже оказывают консультационные услуги и услуги по психолого-педагогической, методической поддержке, значит, родителям, имеющих детей разного возраста. Здесь вы видите, что большая часть, наверное, таких направлений, она рассматривается в контексте детей дошкольного возраста. Но поддержка семей, имеющих детей, это охват родителей, которые сегодня имеют детей от 0 до 18 лет. Таким образом, очень серьезная задача сегодня укладывается и на специалистов, которые оказывают услуги, в том числе и детям подросткового возраста, юношеского возраста в том числе. Консультационный центр был создан в 2019 году. И вот уже второй год мы развиваем свою деятельность во взаимосвязи со специалистами, которые
имеют тесное взаимодействие в рамках работы Республиканского консультационного центра и оказывают вместе со специалистами Республиканского консультационного центра услуги нашим получателям услуг, то есть родителям, законным представителям и гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей. Консультационный центр оснащен современной техникой и готов к принятию и проведению очных консультаций, дистанционных консультаций, то есть различных мероприятий, которые связаны с деятельностью консультационного центра. И здесь бы мне хотелось сказать, что данный консультационный центр, предположим, рассматривая вопросы взаимодействия со специалистами муниципального уровня на территориальной принадлежности города Сыктывкара, вполне мог бы открыть свои двери для консультационных услуг родителям целенаправленных групп, то есть целевых групп, или организации каких-то мероприятий для родителей, может быть, круглых столов, гостиных, да, для того, чтобы вот на нашей, да, каких-то лекториумов, то есть на нашей группе, чтобы мы могли разместиться на тех площадях, которые уже организованы, созданы, и вполне проводить определенные различные организационные, просветительские и консультационные мероприятия. Далее, Республиканский консультационный центр, безусловно, является лидером по оказанию консультационных услуг, и задачи консультационного центра их достаточно много. Одной из главных задач, как мы понимаем, является прежде всего оказание методической, психолого-педагогической помощи нашим родителям, а также линия, связанная с профилактикой различных нарушений в развитии ребенка, своевременное диагностирование проблем в развитии, своевременное обращение родителей на те сложные участки, сложные проблемы, наверное, и пробелы в воспитании и развитии детей. Это вовремя оказанная помощь тем гражданам, которые имеют своим мотивом принятия на воспитание в семьи детей. Это различные задачи, связанные с проведением профилактики различных отклонений в физическом, психическом, речевом и социальном развитии детей разного возраста. Это организация межведомственного взаимодействия, ну и так далее. То есть ряд задач, которые еще остаются нерешенными, они также будут решаться в 2020 году. Основные направления деятельности самого центра, да, то есть это прежде всего оказание услуг, это различные организационные услуги просветительского направления, это работа наших родительских клубов, которые в 2019 году уже начали свою деятельность, в 2020 году они будут продолжать свою деятельность. Это организация различных мероприятий, разработка комплексов для родителей и так далее. Категория родителей, которые обращаются в консультационный центр, это родители, как я уже сказала, от нуля практически, мы говорим, от 2 месяцев до 7 лет, а также мы захватываем студенчество, что очень важно для оказания услуг. А также в этом году мы все-таки расширяем категорию, связанную с семейным образованием, включая членов семьи, таких как бабушки, дедушки, то есть те родственные связи, которые непосредственно, то есть те родственники, которые также непосредственно могут получать различные услуги, связанные с развитием и воспитанием детей. Значит, виды оказываемых услуг мы можем разделить на 3 основные группы. Первая группа – это очные консультации, вторая группа – это выездные консультации, в том числе мобильные консультации. Чем они отличаются? Они отличаются тем, что выездная консультация у нас идет плановая, да, а мобильная консультация по оперативному запросу. И дистанционные консультации, а также в Республиканском консультационном центре при взаимодействии со специалистами оказываются услуги по месту проживания получателей услуг, что тоже очень важно. И нам очень приятно, что и в прошлом году наши муниципальные образовательные организации откликнулись на такое хорошее тесное взаимодействие. И в этом году есть достаточно много уже организаций, которые откликаются на совместное взаимодействие с Республиканским консультационным центром. Также к нам привлекаются организации социально ориентированного некоммерческого характера.
И мы очень рады тому, что сегодня мы можем говорить о построении определенной системы взаимодействия в Республике Коми по оказанию такого рода услуг нашим родителям, законным представителям. Поэтому здесь на слайде вы видите те организации, через которые сегодня работает Республиканский консультационный центр. Они, конечно, в разном количестве распределяются по-разному, но тем не менее охват достаточно высокий сегодня. И есть моменты, связанные с тем, что сегодня мы расширяем спектр наших услуг именно благодаря взаимодействию со специалистами, непосредственно организаций, с которыми у нас заключены соглашения. По прошлому году мы можем сказать о том, что усилиями всех специалистов, которые с нами работали в 2020 году, было оказано 20 тысяч услуг консультационных. Принимали участие 134 специалиста в оказании услуг, включая и штатных, и внештатных специалистов. Из 20 тысяч услуг только 1000 обратившихся повторно. Количество обратившихся повторно говорит нам о том, что есть определенный интерес у родителей, то есть есть определенная проблематика, которая имеет смысл в расширении, наверное, заинтересованности или углублению получения еще раз услуги определенной тематики. Или, может быть, еще разъяснение дополнительно то, чего, может быть, еще не было понятно. Внизу вы видите цифры, которые указаны на распределение услуг по их статусу, то есть это очные, дистанционные, выездные услуги. Все наши специалисты проходят обучение на нашем сайте. Об этом подробно расскажет Наталья Александровна Савенко, старший методист Республиканского консультационного центра. И далее мы рассмотрим некоторые моменты, связанные уже с деятельностью самого центра и с деятельностью специалистов. В прошлом году был разработан сайт Республиканского консультационного центра. Сайт в этом году активно работает. То есть задача основная Республиканского консультационного центра – это обеспечить возможные информационные каналы, через которые родитель может обратиться в Республиканский консультационный центр. И мы понимаем, что сайт сегодня – это сайт, который прежде всего работает на родителя, через который очень просто, наверное, для родителей записаться на консультацию или направить свой запрос через электронную почту, а также на сайте у нас работает линия, указаны телефоны горячей линии, по этим телефонам любой родитель, законный представитель, члены семей, а также граждане, желающие принять на воспитание свои семьи и детей, может позвонить по этому телефону, и, соответственно, уже мы принимаем данную услугу в обработку. В прошлом году, если вы посмотрите на кадровый состав, то, безусловно, и до сих пор нам очень важны педагоги-психологи, потому что, как мы понимаем, все сложности, связанные с поведенческой характеристикой детей, с личностным ростом детей, с мотивационным характером к обучению, все связаны, конечно, с психологической коррекцией, с оказанием той помощи родителям, которые сегодня могут они воспользоваться именно хорошей помощью и советами психолога. Далее, в нашем составе работали 23 методиста. Методические вопросы, статус методических вопросов тоже достаточно высок. Здесь работали, что такое методическая консультация? Это когда родителю все-таки разъясняются некоторые возможности, связанные с теми приемами, способами, формами организации детского досуга, например, или детской деятельности и так далее. С нами работали воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования, очень востребованы учителя-дефектологи, учителя-логопеды и, безусловно, другие специалисты, которые тоже с нами работали. Несколько позже я скажу, какие специалисты нам еще требуются. Повышение квалификации специалистов. Все специалисты, которые работают с Республиканским консультационным центром, проходят или будут проходить повышение квалификации. Значит, повышение квалификации проходит по программе, которую нам любезно предоставила МГППУ.
Данная программа проходит в дистанционном формате, поэтому каждый специалист, которому присваиваем статус консультант, он проходит данное обучение по этой программе обязательно. Далее, у нас достаточно много материалов, которые размещаются на наших сайтах. Это на сайте нашего Республиканского консультационного центра, на портале «Открытое образование в Республике Коми» и на сайте нашего института. Мы будем благодарны специалистам, если наши копилки методических рекомендаций, методических материалов для родителей будут пополняться. И надеемся, что в 2020 году мы будем пользоваться не только направлениями, связанными с оказанием услуг, но и в том числе пополним свои копилки методические для родителей, прежде всего, которыми они успешно могут пользоваться. Ну и очень коротко о тех клубах, которые у нас работают. Клубы у нас действительно замечательные. К сожалению, не всегда удается перевести работу данных клубов в виртуальный режим. Это для нас следующая задача. Я думаю, что также с помощью наших специалистов, которые будут работать на местах, мы попытаемся действия наших клубов также рассматривать и в виртуальной среде в том числе. То есть первый клуб, который сегодня у нас активно занимается, это «Моя семья», ну или он занимается по программе родительской академии, то есть, наверное, более, может быть, популярное это название, но тем не менее это семейные гостиные, это кинолектории, это какие-то семейные встречи, то есть линия семейного образования, она на этом клубе очень подробно рассматривается. Сюда же также могут быть приглашены и приглашаются граждане, желающие принять на воспитание свои семьи и детей, оставшихся без попечения родителей. Почему? Потому что именно в этих клубах, в этом клубе демонстрируются те модели семейных отношений, которые так необходимо первично понимать гражданам, которые хотят заниматься воспитанием приемных детей. Следующий клуб – это Академия будущих родителей. Это замечательный клуб, который также в 2019 году начинает свою работу и становится уже очень популярным на сегодняшний день. Значит, клуб также работает по своему плану. В данном случае очень большой такой серьезный, интересный эффект социально, наверное, педагогический, я бы так сказала, от работы данной академии заключается в том, что именно здесь формируются и закладываются основы, связанные с понятием семьи вообще, да, оказывается помощь молодым родителям, тем, кто только желает создать семью, то есть в основном это молодые люди, это студенчество, это выпускники вузов и СУЗов. Поэтому данная Академия будущих родителей, она как раз-таки успешно у нас в этом году переходит уже в виртуальный режим. То есть и вы уже на нашем сайте в разделе «Видеозалы» всегда можете посмотреть в записи тех специалистов, которые рассказывают и очень интересно рассказывают о том, каким образом необходимо какие усилия, наверное, необходимо приложить для того, чтобы семья оставалась и создавалась как семья, которая воспитывает или будет воспитывать детей. Это очень важно. В этом году, в 2020 году, мы планируем в региональном направлении акцентировать свое внимание на мобильной консультационной службе. Поэтому ежемесячно практически мы рассылаем предложения о заявкам. Специалисты, которые формируются как мобильные бригады, они будут выезжать по заявкам и оказывать консультации уже по месту проживания заявителей услуг, что очень важно. И, соответственно, вот в этой работе, наверное, активное участие должны принимать специалисты, которые оказывают услуги на местах, в том числе и в муниципальных консультационных центрах, потому что именно здесь приезд специалистов, которых, наверное, нет, может быть, нет на территории того или иного муниципалитета, позволит родителям получить высококвалифицированные консультации, что тоже очень важно. Предварительно, собирая заявки на выездное консультирование, мы рассматриваем именно те вопросы, которые будут заявляться родителями. Нам указывается потребность в специалистах узкопрофильных или, наоборот, широкопрофильных, которые приезжают на консультации вот именно на выезде. Ну и
Параллельно будем мы практиковать в 2020 году, это, конечно, выездное консультирование с применением дистанционных технологий. Мы все понимаем, что не каждый специалист может просто так выехать со своего места работы, да, и оказывать услуги разового характера. Поэтому, конечно, где-то будет линия оформлена и дистанционно. Но я думаю, что это никак не повлияет на качество. Также мы рассматриваем агломерат, связанный с формированием охвата студентов, что для нас тоже очень важно. Поэтому выездная мобильная консультация – это такая консультация, которая работает на различные категории нашего потребителя, родителя и так далее. Далее, у нас также в прошлом году нам поступает очень много вопросов, связанных с речевым развитием детей. Думаю, Наталья Александровна чуть подробнее немножечко об этом расскажет, да? Вот. Но тем не менее, в этом году мы все-таки будем стараться также планировать работу дистанционно, связанную с работой и виртуального логопункта, в том числе приглашать и специалистов, которые могут также вещать, да, именно давая определенные консультации, индивидуальные, в том числе консультации уже в дистанционном режиме, то есть в виртуальном плане. Также мы планируем в этом году развивать направления, связанные со школой успешных родителей. Здесь, конечно, не так все просто. Мы в этом году попытаемся выйти все-таки усилиями с нашим Министерством образования, науки и молодежной политики, то есть чтобы в контексте движения траектории мы понимали, да, вот свою нишу Республиканского консультационного центра, ту нишу, которая сегодня может быть оказана в помощи таким гражданам, будущим родителям. Ну и социально значимые эффекты проекта, которые мы сегодня рассматриваем, это прежде всего, это формирование вот определенной системы оказания услуг, в том числе и ранней помощи родителям, молодым родителям, будущим родителям. Это не просто оказание услуг, а это именно формирование такого хорошего, тесного взаимодействия во всей Республике Коми. Это, конечно же, просвещение наших родителей, это развитие системы, связанной с дистанционным получением услуг, поскольку вот даже сейчас ситуация нас вывела из наших планов, и мы понимаем, что, безусловно, несмотря на то, что не всегда, может быть, есть точки доступа, да, где-то в определенной территориальной принадлежности, но, тем не менее, возможности такие должны быть, и мы как бы эти возможности будем обязательно использовать, в том числе в рамках оказания услуг нашим родителям. По деятельности самого консультационного центра я закончила свое выступление и как бы обращение к нашим специалистам. Хочу передать слово пока Наталье Александровне, она немножечко, может быть, дополнит это выступление. Да, спасибо, Светлана Николаевна. Я бы хотела, конечно, в первую очередь поприветствовать всех. Большое спасибо, что вы сегодня с нами. И хотела бы остановиться, наверное, в первую очередь на обучении самих специалистов, да, которые сейчас, на данный момент, наверное, будут уже являться нашими консультантами. Дело в том, что часть специалистов, которые уже подписали договора с нами и являются консультантами, прошли первоначальную часть обучения по программе повышения квалификации. Прошли всего лишь первый модуль. Второй модуль у нас готовится. В связи с вот такой вот ситуацией, да, неадекватной, получилось, что нам пришлось немножко сдвинуть сроки. Но как только будет все готово, те специалисты, которые заключили с нами договор о сотрудничестве, получат персональное приглашение для прохождения обучения на данной программе. Те, кто впервые подключается в работу в наш консультационный центр, пройдут полностью эту программу и получат полноценный сертификат на 72 часа по повышению квалификации.
Значит, что хотелось еще сказать. Те, кто уже, конечно, прошли, просто получат доступ заново в этот в дистант и смогут пройти второй модуль, завершив его итоговым тестированием. По итогам, естественно, получат все сертификаты. На чем хотелось бы остановиться? Значит, в первую очередь, конечно, хотелось бы обратить внимание на то, что Светлана Николаевна правильно сказала, что у нас есть и очные консультации, и дистанционного порядка, и выездные консультации. Выездные консультации, они оказываются, естественно, по запросу не только определенного муниципалитета, но и по запросу какой-то организации или двух-трех организаций, которые хотят получить консультирование от каких-то специалистов, которые есть у нас, допустим. Делается самый простой запрос, да, в форме, в разработанной, которую мы всем делали, рассылку. Пишется, какое количество родителей хотят получить консультацию, и мы организовываем уже выезд наших специалистов конкретно на места. В рамках данной консультации, если есть у вас такое желание, мы можем провести и обучение специалистов-консультантов по каким-либо интересующим вопросам уже конкретно на местах. Поэтому, если у вас есть такие вопросы, пожалуйста, пишите. Мы с большим удовольствием откликнемся, приедем, обучим, покажем, расскажем, да, и дадим какие-то рекомендации, которые вот вас очень волнуют. На чем хотелось бы остановиться, что, естественно, любое консультирование, оно основывается на каких-либо принципах. Но и в первую очередь консультирование – это все-таки должно быть нацелено на то, чтобы не вы решали проблематику человека, который к вам обратился, а чтобы помочь найти ему пути решения самостоятельно. То есть вы должны дать возможность человеку и построить такой план выхода из ситуации, при которой человек самостоятельно сможет найти пути выхода. Ну, естественно, в совместной работе с консультантом. На что хотелось бы обратить внимание? Нашими специалистами разработана памятка консультантов. Я думаю, что мы со Светланой Николаевной организуем, да, рассылку данной памятки тем специалистам, которые уже с нами работают непосредственно. А сейчас хотелось бы остановиться вот буквально на нескольких моментах. В первую очередь, на что нужно обратить внимание, это, естественно, что в первую очередь это установление контакта с тем человеком, который пришел обратиться к вам за помощью. Нужно понимать цель вот этого заказа, да, и мотивирование на сотрудничество с вами того человека, который пришел. Далее, обязательно нужно обратить внимание на формулировку той проблемы, которую человек к вам принес. То есть нужно задавать какие-то сопутствующие вопросы, выяснить факты, каковы факты относятся к данной ситуации, что это за факты, каковы эти догадки. То есть выстроить формулировку той проблемы, которую вы на данный момент будете решать совместно с консультируемым. Возможно, это даже не проблематика, возможно, это просто запрос, да, у родителя, в который он просто не знает, как себя вести, как сформулировать тот или иной заказ, на что обратить внимание в той или иной ситуации, потому что не всегда это проблема. Чаще всего бывает обращаются даже с элементарными просьбами, да, по самым простым вещам, как сорганизовать ребенку, допустим, уголок дома книжный, даже с такими вопросами приходят. Поэтому здесь нужно понимать, да, либо это проблема, которую необходимо решать, и вам необходимо выстроить какой-то маршрут решения данной ситуации, либо это действительно какой-то запрос, который вы здесь и сейчас можете решить очень быстро, сиюминутно. Естественно, в первую очередь нужно понимать, на что нужно обратить внимание. Первое, естественно, на факты, каковы факты, на чувства, с чем пришел к вам человек, да, что он чувствует в эту минуту, на те желания, с чем он обратился к вам, что он хочет в действительности, обратившись к консультанту. То ли он хочет получить ответ на какой-то вопрос, то ли он хочет получить построение маршрута индивидуального развития, допустим, ребенка. Если это ребеночек ОВЗ, то возможно решение какой-то ситуации в данном поле. Смысл, да, зачем ему это, для чего он к вам пришел, зачем он пришел, зачем ему это нужно. Далее действие, что нужно сделать.
да, для того, чтобы исправить ту ситуацию или помочь решить какую-то проблематику, либо просто ответить на запрос. И, естественно, что мешает, то есть определение препятствия, что мешает для того, чтобы решить этот вопрос, построить какой-то маршрут или обратить внимание на проблематику самого решения. Далее, в первую очередь, естественно, вы должны понимать, что вы должны пользоваться правилами активного слушания клиента, который к вам пришел. В первую очередь, это доброжелательный настрой, никаких личностных оценок, потому что люди приходят совершенно разные. Люди, допустим, ну, вот к нам приезжают отовсюду, с разных районов. Не всегда это, скажем так, высший класс, как привыкли видеть, очень ухоженные, красивые звезды. Люди абсолютно разного достатка, поэтому здесь никаких личных оценок и никаких замечаний к тому, с чем к вам пришел человек. Ни в коем случае нельзя устраивать какие-то расспросы. Нужно лишь строить какие-то определенные вопросы в утвердительной форме для того, чтобы получить запрос, выудить ту изюминку, да, ту проблематику, да, которую хотел бы осветить в данной ситуации человек. Естественно, когда вы общаетесь с человеком, никогда не бойтесь делать ошибок в предположении. Я вас правильно понимаю, вы хотели вот это сказать, или, насколько я вас понимаю, вы вот об этом хотели бы поговорить. Поэтому никаких, естественно, еще раз хочу повторить, да, что никаких оценочных решений с вашей точки зрения быть не должно. Ну и, естественно, самое простое, и что может быть, это в первую очередь установление контакта, сбор информации для того, чтобы понимать, что делать, перебрать какие-то гипотезы, решающие задачи и так далее, и обобщение, естественно, результатов, чтобы человек от вас не ушел с непониманием и не осознанностью того вопроса, с которым он к вам пришел, и того запроса, чтобы эта проблематика была решена. Далее, на что еще хочется обратить внимание? Обязательно, если возникают какие-то вопросы, да, просим вас звонить, писать. Мы всегда постараемся помочь вам разрешить ту или иную ситуацию, если она как бы для вас окажется весьма затруднительной. Почему? Потому что мы сотрудничаем все-таки с большим количеством специалистов. Мы можем связаться с различными специалистами любой проблематики, любого направления вопроса, вплоть до решения, допустим, ну, скажем так, наболевших решения адаптированных программ, как вести себя, да, как ее составить, на что обратить внимание. То есть помимо того, что мы, естественно, консультируем в первую очередь родителей, законных представителей, консультируем близких родственников, потому что часто очень бывают запросы от бабушек, дедушек, от братьев и сестер старших, как себя вести в той или иной ситуации, да, или на что обратить внимание. Но опять же таки, также у нас бывают вопросы и от педагогов, которые просто от безысходности не знают, куда обратиться, и обращаются в наш консультационный центр за помощью. На сегодняшний день хочу обратить внимание на то, что консультационный центр работает в дистанционном режиме, проводим все вебинары запланированные, проводим все запланированные кинолектории, тематические направления работы наших клубов – это «Моя семья», «Родительская академия». Отвечаем на все интересующие вопросы, вплоть до того, что помогаем педагогам и родителям организовать ту деятельность, которая сейчас как бы вынуждена легла на плечи наших родителей и педагогов. Это дистанционное образование детей дома. Спасибо, Наталья Александровна. Коллеги, вот Наталья Александровна все правильно сказала, то есть те уже вот обучающие, наверное, какие-то подходы, которые непосредственно уже мы должны учитывать в рамках и подготовки наших консультантов, и в рамках уже непосредственно прямой деятельности специалистов, да, это все правильно, хорошо и необходимо. Поэтому почему я и говорю, что мы открываем вот этот цикл, да, обучения. Я думаю, что раз в месяц, наверное, мы будем все-таки наших специалистов в части дистанционного такого удаленного формата как бы проводить вот такие мероприятия. Мне бы хотелось немножко обобщить все сказанное Натальей Александровной, да, и немножечко как бы последовательно, наверное, осветить деятельности, взаимодействие, которые нам необходимо с вами осуществлять.
Значит, прежде всего, что бы мне вот хотелось сказать, что в наших нормативно-правовых документах, которые размещены на сайте Республиканского консультационного центра, уже рассмотрены определенные требования к отбору специалистов-консультантов. Значит, хочу сразу пояснить, вот что это такое в скобках. Вот в настоящий момент до периода заключения договоров, да, с образовательными организациями, которые рекомендуют вас в качестве специалистов, вы называетесь специалистами. Как только вы проходите обучение, да, а обучение все специалисты, которые работают, должны пройти, то есть как минимум первый цикл, еще раз Наталья Александровна сказала, это 36 часов, второй цикл это 72 часа, да, то есть специалист Нет, в общей сложности в общей 72 сложности, часа. да. Первый цикл уже 24 часа 24, проучились, простите, да. да, и остался еще 48 часов. Хорошо, то есть 2 цикла вы проходите, и вы называетесь уже консультантами, то есть вы должны это понимать, да. Значит, итак, в рамках нормативно-правовой документации у нас есть определенные требования к специалистам, которые мы принимаем в качестве взаимодействия как привлеченных специалистов, работающих в нашем республиканском консультационном центре. Еще раз, чтобы было понимание, в консультационном центре у нас работают штатные специалисты. В частности, Наталья Александровна, старший методист и руководитель Республиканского консультационного центра. Также у нас работает методист Республиканского консультационного центра и еще один старший методист. То есть вот небольшой состав штатных сотрудников, которые занимаются практически организационными направлениями, плюс они занимаются еще оказанием также консультационных услуг. Привлеченные же специалисты, которые мы привлекаем к нашей деятельности, к ним предъявляются, еще раз возвращаюсь, да, определенные требования. То есть это квалификация соответствующая, поэтому необходимо обязательно представлять копию диплома, да, подтверждающий вашу квалификацию. Это опыт работы не менее 2 лет. Это имеющиеся категории, они ниже первой категории, кто работает в образовательных организациях. И это некоторые отзывы о работе консультанта. Но мы должны понимать, что если вас при заключении договора с образовательной или иной организацией вас рекомендуют в качестве специалистов, соответственно, мы принимаем эту рекомендацию. Далее, да, независимо от того, что какие требования вообще предъявляются. Да, то есть мы принимаем вас в работу, да, то есть как осуществляем с вами уже непосредственно взаимодействие. При наборе кадров создается реестр специалистов, которые работают непосредственно при взаимодействии с Республиканским консультационным центром. Все специалисты представляются на нашем сайте Республиканского консультационного центра для того, чтобы любой родитель мог познакомиться со специалистом уже чисто удаленно, да, и мог записаться на консультацию, независимо, где вы находитесь, в какой территориальной принадлежности вы находитесь. В этом году показатель, который установлен для Республиканского консультационного центра, вообще для Республики Коми, это 12 тысяч консультаций. Напоминаю, что в прошлом году это был показатель 20 тысяч консультаций. Поэтому в этом году мы понимаем, что для нас уже это по силам, да, и, соответственно, конечно, акцент нашей работы в этом году связан именно с качеством оказываемых услуг, прежде всего. Поэтому вы тоже должны для себя понимать. Далее хочется сказать вот что по анализу прошлого года, по характеристике проблематики вопросов, которые были заявлены, они все фиксируются в нашей единой информационной системе и заносятся также и вами, в том числе, кто в прошлом году принимал участие в деятельности Республиканского консультационного центра. Сегодня совершенно необходимы нам специалисты уже узкопрофильного характера. Это семейные психологи, это тьюторы, которые имеют какой-то опыт в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Это психологи, которые умеют работать с детьми с девиантным поведением, с детьми с расстройствами аутистического спектра, работе с подростками, работе по профориентации. Это тренеры,
Совершенно возможно линия волонтерского движения, связанная с тем, чтобы мы их обучили, да, специалистов, и они Мгм. могли нести в массы какие-то просветительские направления. Проекты, Это, да, возможно. проекты, это Мгм. музыкальные психологи, музыкальные руководители, которые владеют определенными арт-технологиями. В этом году республика также вступает в такой серьезный проект, все-таки связанный именно с направлением влияния культуры на развитие, коррекцию, воспитание наших детей. Поэтому и нам в этой связи также необходимо эту линию продвигать. Поэтому требуемые специалисты, они сегодня уже с такой интересной и четкой, может быть, направленностью, да, в которой мы можем брать в рамках мобильных нашей Да, консультации. ну и Мгм. безусловно, да, не стоит забывать, что те специалисты, которые на данный момент заключили с нами уже договора, да, Мгм. которых рекомендовали руководители этих организаций, ни в коем случае не умаляет их Конечно, значимости, безусловно. потому что очень часто возникают вопросы, допустим, у родителей дошкольного возраста, как Мгм. воспитать ребенка, как организовать его досуг и так далее и тому подобное. Поэтому те же воспитатели дошкольных учреждений нам тоже Очень нужны, нужно, они да. нам очень необходимы, потому что возникает очень часто много вопросов у родителей именно в этом ракурсе. Мгм. Да, спасибо. Конечно, да, чтобы не сложилось, наверное, понимание того, Мгм. что какие-то специалисты нам более важны, а какие-то менее. Мы, конечно, всех еще раз благодарим за участие в прошлого года и призываем активнее участвовать во взаимодействии с нашим центром и в 2020 году. Хотелось бы обратиться к порядку обращений заявителей услуг. Значит, заявитель услуг может обращаться в Республиканский консультационный центр, в том числе и к вам, как к специалистам по месту проживания данного заявителя, в устной, письменной форме, через телефон, через скайп, через сайт и так далее. То есть всеми возможными способами информационного характера. Заявитель обращается к своим запросам, заявлениям. Все запросы, заявления регистрируются. Если они поступают к нам, они регистрируются в нашем электронном журнале. Если они поступают к вам, они могут регистрироваться в бумажном варианте, то есть вы сами ведете свой учет, если у вас нет определенной Форма четкой, какой-то. да, формы, Мгм. четкой документации. Значит, обязательно нужно это зафиксировать. Вы можете при каких-то сложностях сразу можете связаться с нашим республиканским консультационным центром, вам все расскажут, покажут, как нужно зарегистрировать то или иное обращение. А можете также переадресовать это обращение в Республиканский консультационный центр, позвонив по телефону, и, соответственно, там уже специалист с вами свяжется. Далее, время индивидуального оказания услуги в устной форме, то есть лично, да, возможно и по предварительной записи. Понятно, что если вы работаете с нами, то вы обязаны сообщить специалистам нашего республиканского консультационного центра о том, что можно организовать личный прием и на вашей базе в том числе, да, но непосредственно уже, чтобы это обращение, оно было зафиксировано как Через устное базу, да. обращение, да, через базу нашего республиканского консультационного центра. Также предоставление информации заявителям и обеспечение заявителя к сведениям об услугам включают в себя следующие процедуры. Это индивидуальное консультирование и письменное консультирование. Вот если на два таких больших блока разделить, да, то вот заявители нам обращаются именно в такой форме. То есть устно, да, то есть всеми каналами, возможными способами, и письменно, соответственно, в любой той же форме, через почту России, через интернет-ресурс сайта, через электронную почту и так далее. Дальше. Любой консультант должен работать с нашим сайтом. Сайт у нас достаточно мобильный, поэтому я думаю, что мы, наверное, еще посвятим отдельный вебинар, наверное, или время, да, какое-то для того, чтобы мы могли наших специалистов, консультантов подучить, как работать с нашим сайтом, потому что если родитель обращается к вам, и вы понимаете, что все-таки оказание услуг может быть другим специалистом или специалистом республиканского консультационного центра, или необходимо зарегистрировать, да, это заявление через наш сайт, а мы в любом случае желательно, чтобы оно было зарегистрировано, потому что оно автоматически попадает в нашу Оно информационную базу. Да? регенерируется и тут же Да, высвечивается. поэтому любой специалист должен работать с нашим сайтом. Поэтому обратите внимание, вот на этих слайдах здесь показано, как
работать с сайтом. То есть это линия запись на консультацию. Здесь немножечко чуть-чуть съехала у нас Да, да, еще, обозначение, но да. тем не менее. Да? То есть это запись на консультацию. Через запись на консультацию мы попадаем в один из видов, то есть это консультация без регистрации. Надо сказать о том, что любой родитель может обратиться даже без предоставления своих персональных Вот данных. это вот самое главное, да, Светлана Да, Николаевна, потому что да, очень часто задаваемый вопрос, а что делать, если вот возникла такая ситуация. да. То есть человек, ну вот по требованию даже федерального центра, да, Мгм. и по объяснениям федерального центра было сказано так, что любой обратившийся к вам за консультацией, коль вы являетесь уже консультантом нашего центра, может сказать только имя, как к нему обратиться. Мгм. И это будет являться совершенно верным, правильным, и мы не имеем права требовать с него какие-либо персональные данные, Мгм. потому что это может быть абсолютно разная ситуация, которую, может быть, человек не хочет афишировать, да, Мгм. не хочет, чтобы кто-то об этом знал. Поэтому здесь никаких каких-то четких критерий и претензий к человеку быть не может. Да. То есть, если записываемся через сайт без регистрации, тогда достаточно оставить номер телефона, по которому можно оказать данную услугу, если она не оказывается оперативно. Ну или зарегистрироваться на сайте, соответственно, пройти уже регистрацию. Далее, также здесь на нашем сайте вы видите, есть две вкладочки «Задать вопрос», где родитель также может написать, собственно, сразу вопросом, да, и сразу может получить ответ в течение суток, или просто написать сообщение, где он может получить уже письменный ответ в течение 2 суток. То есть у нас есть такой регламент, где мы обязаны вот эти временные рамки как бы соблюдать. Поэтому для того, чтобы все-таки да, мы были полноценными сотрудниками и специалистами, которые в тесном взаимодействии работают с Республиканским консультационным центром, безусловно, прежде всего нужно очень внимательно и тщательно, наверное, заходить и чаще заходить на наш сайт и, возможно, специалистам нашим, которые работают в Республиканском консультационном центре, задавать определенные вопросы для того, чтобы оперативно научиться любому заявителю услуги, да, работать и подавать свои заявки через сайт. Очень бы этого хотелось, потому что, как правило, сейчас все-таки пока мы пользуемся либо звонками, либо электронной почтой. Ну, либо личным Да, да, обращением. либо личным Да, обращением. Светлана Николаевна, вот еще хотелось бы, да, остановиться на чем, что Светлана Николаевна показала два вида, скажем так, нашего Мгм. консультационного центра. Первый, это находится на сайте нашего института, это Мгм. отдельная страница консультационного центра. И второе, это страничка ВКонтакте. То есть у Мгм. нас два вида. И там люди могут обращаться за любой консультацией. То есть вот ну, вот предыдущий слайд как раз показывает, что ВКонтакте там действительно можно обратиться, просто задать вопрос, либо написать полноценное сообщение. Мгм, мгм. Да, что тоже очень важно, потому что, ну, иногда родитель, будучи вот в социальных сетях, он Ну да, легко, либо бывает удаленность да, большая, либо просто не хотят распространяться, потому что все вот эти вот информационные письма, которые в том же ВКонтакте, да, мгм, находятся, они никому не видны, кроме нас, как специалистов, которые работают непосредственно уже с запросом. мгм. Ну и хотелось бы немножко пробежаться по видам консультаций все-таки, да, и по тем направлениям, которые специалисты, собственно, обязаны выполнять, работая с оказанием такого рода услуги. Мгм. Ну, прежде всего, да, то есть мы уже сказали о том, как проходит процедура заявления, то есть заявительная процедура. Далее очень важно рассмотреть, что при ответе на телефонные звонки специалист, который оказывает такую услугу, должен обязательно назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование консультационного центра. То есть, когда вы оказываете услуги по месту проживания заявителя, то есть непосредственно на своем месте, вы обязательно должны говорить о том, что вы оказываете услуги от Республиканского консультационного центра. Если вы специалист муниципального консультационного центра и точно так же работаете во взаимодействии с нашим Республиканским консультационным центром, то, конечно, тогда вы называете наименование своего муниципального консультационного центра. Далее, во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими и не прерывать разговор по причине, ну, то есть по любой другой причине. Значит, очень важно, что в конце информирования
Специалист, который отвечает на вопросы, должен сразу подвести итоги, перечислить меры, которые необходимо принять. То есть, еще раз, в заключении оказания услуги специалист должен прорезюмировать, да, свой ответ Мгм. заявителю услуги. То есть, чтобы понять, что все-таки заявитель, получатель услуги удовлетворен, да, хотя бы в первом приближении, или как бы есть у него еще дополнительные вопросы. Этот момент тоже очень важный, и его всегда нужно учитывать при общении и выстраивании коммуникации с заявителем услуг. Далее, в ходе личного приема дается устный ответ. При устном обращении заявителя специалист, который оказывает услугу, самостоятельно дает ответ. Если самостоятельно ответ дать специалист не может, соответственно, да, он Перенаправляет. либо перенаправляет по телефонному звонку, либо оказывает, уже переводит услугу с очного формата, скажем, в письменный формат, ну, то есть каким-то образом выстраивает коммуникацию. То есть он самостоятельно отвечает за свои действия. Далее, следующий момент. Время ожидания приема заявителей при индивидуальном устном информировании, то есть в течение телефонного, предположим, звонка, не может превышать более 15 минут. То есть если вы, соответственно, пытаетесь переключить данного человека, то есть пытаетесь сказать ему, что перезвоните, да, по этому номеру Мгм. телефона, соответственно, на той стороне специалист, который будет оказывать услугу, уже не вы, а другой специалист, время ожидания нашего заявителя, получателя услуги не может быть более 15 минут. Точно так же обращается и к вам. То есть если специалист нашего центра переключает на вас, да, для оказания услуги, то есть, соответственно, вы сразу должны быть готовы оказать услугу устного характера. Это очень важный момент. Да, это касается при Мгм. условии, если это телефонный звонок. Да, да, конечно, если это телефонный звонок, безусловно. Ну и, конечно, личное обращение тоже может быть, поскольку, ну, бывает вопрос, когда специалист, ну, понимает, что ему нужно какое-то Да, время для безусловно. подготовки, да, поэтому не более 15 минут мы можем себе дать такой тайм-аут, да, небольшой, который вот позволит нам как-то подготовиться. Если в случае подготовки все-таки требуется более продолжительное время, тогда мы обязаны сделать запись в журнале учета, какой у нас Мгм. есть журнал учета, либо в своем каком-то журнале, да, учета, и перевести уже услугу устного характера в письменную форму и подготовить ответ. Далее, хочется сказать, что на сегодняшний день мы очень активно работаем с порталом «Растим детей РФ». Мы его, если получится, покажем. Можем показать в интернете его, да? После этого, да? Мы его покажем сейчас для вас. Его сейчас Значит, формируют, он да, уже и, будет и готов. поэтому очень важно, что при получении электронной почты специалист, который оказывает услугу, особенно в письменной форме, ну, в том числе и в устной, не обязательно это только письменная форма, он перенаправляет нашего родителя на анкетирование на портал федеральный «Растим детей РФ». На этом портале создан личный кабинет нашего республиканского консультационного центра, и мы с вами, как специалисты, обязаны, да, получателей услуг переводить на анкетирование в наш личный кабинет на сайте Растим Детей РФ. Именно сайт генерирует оценку качества оказания услуг нашего республиканского консультационного центра и вообще всех услуг, которые оказываются родителям. То есть даже если вы не сотрудничаете с нашим республиканским консультационным центром, муниципальные консультационные центры точно так же будут заявляться по своей оценке на портал «Растим детей РФ». Поэтому обязательно специалист перенаправляет и дает родителю информационное письмо, да, бегунок, Да, информационное да, письмо у нас уже создано, оно да, передано специалисту, который будет заниматься автоматической по рассылкой электронной по почте. электронной почте. Все эти письма обезличены абсолютно. Мгм. Там написано только лишь то, что спасибо вам за обращение в консультационный центр и просим вас вот по данной ссылочке пройти как бы оценивание той услуги, которую вы получили. Далее не берется никаких данных, вся информация абсолютно анонимна. Поэтому я думаю, что это не составит большого труда, потому что и прохождение, так сказать, вот этого анкетирования, оно занимает не более 2-3 минут.
Да, коллеги, еще бы хотела обратиться в этом отношении, поскольку мы уже заговорили об этом портале. Мы должны понимать, что вообще региональный проект поддержка семей, имеющих детей, он оцениваться, собственно, будет в Республике Коми на федеральном уровне именно по качеству ответов и объему, и доли охвата, да, вот услуг, которые будет размещаться на сайте Растим Детей РФ. Поэтому, конечно, здесь для нас очень такая серьезная задача именно всеми усилиями, все наши услуги, которые мы оказываем, чтобы они были оценены, да, именно на этом портале. Да, получателями как раз Да, консультаций. получателями консультаций. Далее, дистанционные консультации. Какая здесь у нас идет процедура? Да? То есть процедура, в принципе, аналогичная. То есть мы получаем обращение заявителя. Обращение у нас регистрируется. Да, точно так же путем занесения его в учетный журнал, либо электронный, либо бумажный. Далее готовится ответ, если это письменная информация. Если это дистанционная информация с помощью доступных информационных дистанционных технологий, тогда, соответственно, также точно идет ответ и идет коммуникация уже непосредственно сразу по ответу на вопрос, который нам заявляет получатель услуги. Далее, хочется здесь еще сказать о том, что понятно, что оказание дистанционного консультирования, оно связано с техническими какими-то возможностями, да, поэтому, конечно, специалист, который оказывает дистанционную услугу, то есть он должен еще владеть всеми технологиями, которые могут иметь место быть в рамках оказания дистанционной услуги. То есть это и со стороны именно вещания через различные программные устройства, да, через гаджеты прежде всего. Далее, если мы видим, что у нас есть технический сбой, то мы, собственно, не можем оставить нашего заявителя услуги без получения услуги. Поэтому либо мы ему говорим о том, что мы откладываем получение услуги из-за технического сбоя по разным причинам. Сбой может быть и по нашей причине, сбой может быть и у получателя услуги, да, на той стороне. Поэтому мы обязательно такую консультацию соответственно, не сворачиваем, да, а переводим ее в режим удаленности, то есть это не более 2 суток. То есть мы можем также повторно выйти, можем договориться выйти повторно через 10 минут, через 15, через 20, через час, через день, но у нас с вами не более 48 часов. Это тоже очень важно понимать, поскольку ни одна услуга не может быть не оказана, да, нашими специалистами. Да, в любом случае получатель услуг должен получить ту консультацию, на которую он осуществлял запрос. Дело в том, что Светлана Николаевна правильно сказала, что 48 часов, но есть запросы, когда действительно люди обращаются, и, допустим, если это из какого-то отдаленного района, да, и в данный момент они не могут приехать через день, через два, у них есть возможность приехать, допустим, через неделю. Они могут записаться, договориться, обговорить вопрос, когда, во сколько, и к заданному времени, да, уже прийти, получить свою консультацию, как вот уже и хотели. Да. Либо, если нет каких-либо других возможностей, тогда, да, действительно готовится, либо это письменный ответ, это будет либо почтой отправлено, если нет других мессенджеров каких-то. Если есть возможность отправить по электронной почте, то готовится ответ, отправляется в электронном виде. В таком случае электронный ответ обязательно распечатывается, либо направляется к нам сюда в консультационный центр для отчетности. Поэтому это не надо забывать. Ну и про процедуру выездного консультирования мы уже говорили с вами. То есть выездное консультирование организуется только специалистами Республиканского консультационного центра с привлечением специалистов, работающих на местах. И, соответственно, организуется по плану и либо оперативной какой-то заявки. А также у нас есть еще оперативное консультирование или горячая линия. Она также осуществляется специалистами консультационного центра. В прошлом году у нас работал только один телефон, телефон стационарный, да, тоже он имел место быть и как горячий телефон, да. В этом году у нас Да. и тот работает. В этом году мы уже наладили, значит, направление, связанное уже с мобильной связью. Поэтому любые вопросы, которые идут в рамках горячей линии, они обслуживаются специалистами консультационного центра, опять-таки с привлечением же
вас как специалистов прежде всего, да, с тем, чтобы любой вопрос, который поступает от родителей, мы могли на него ответить. Значит, в этом отношении, конечно, есть свои плюсы и минусы, поскольку понятно, что специалисты должны все время находиться на связи, да, и поэтому вот в связи с этим мы очень четко должны понимать все-таки то количество, то качество и те возможные направления специалистов, которые с нами будут сотрудничать, и которые с нами уже сотрудничают. Далее, как происходит взаимодействие специалистов с нашим центром? Ну, прежде всего, это заключение договора, соглашений, ну, или у нас по-моему, договор называется, да? Да, договор, да, с договор образовательной, с образовательной организацией, с предоставлением от образовательной организации списка специалистов. Далее, это может быть оказание услуг заявителю услуг на территории проживания, то есть по месту жительства получателя услуг, то есть непосредственно в той организации, в которой вы работаете. Ну да, допустим, да? Если у нас заключен договор с Усинском, с детским садом Усинском, ну, допустим, да, то человек, который находится в Усинске, он может обратиться к специалисту уже консультационного республиканского центра непосредственно по месту проживания, где он находится. Да. Но это не значит, что заявитель услуг по месту проживания, он получает услуги только от специалистов, которые работают в этой организации. Да? То есть получатель услуг, который обращается за услугой, он может точно так же записаться на дистанционную консультацию, предположим, к специалистам нашего республиканского консультационного непосредственно центра. в центр, Да, непосредственно если возникает в центр, такая необходимость. Да, либо обратиться письменно. Поэтому большая забота и работа специалистов, которые работают во взаимодействии на местах, именно информационно-разъяснительная работа наша, если вы сами самостоятельно не можете оказать данную услугу. Да, вот еще по этому поводу, да, хотелось бы добавить, что если у консультанта нет возможности ответить на поставленный вопрос, то в принципе можно созвониться с нами, этот вопрос переадресовать на наш уже непосредственно консультационный центр. Мы, естественно, подыщем уже специалиста, который будет именно компетентен по данному вопросу, по данному направлению, который сможет связаться дистанционно, как бы, да, и провести консультирование уже такого порядка. То есть, коллеги, это такая взаимообратная связь, да, то есть как бы и вы оказываете услуги, и вы можете обращаться, соответственно, к специалистам нашего консультационного центра, вы можете обращаться к специалистам во взаимосвязи, вы можете обратиться на наш сайт и увидеть специалистов, которые мы там размещаем, постепенно размещаем в наш реестр специалистов, то есть вы можете обратиться к ним непосредственно, где там указано уже, да, там и данные, записаться можно. Там, где есть запись. То есть вы можете непосредственно как бы спектром пользоваться тех специалистов, которые вот уже в доступе у вас есть, да. Это вот первое. И второе, что бы хотела сказать, что, соответственно, в любом случае вы можете также обратиться на сайт, и если есть какие-то сложности, рекомендовать заявителю услуг, да, уже через сайт пройти вот эту регистрацию, и, соответственно, уже мы здесь принимаем это решение, как оказать консультационную услугу такому родителю. Ну и, безусловно, специалист любой должен быть готов работать по горячей линии, потому что вы понимаете, что это моментальное соединение, да, и вот вопрос сразу может быть возникать, кто выбирает специалиста, который может отвечать по горячей линии. Выбирают специалисты, конечно, сотрудники Республиканского консультационного центра, потому что это оперативное реагирование, и сотрудники Республиканского консультационного центра, они должны понимать и знать, кто может ответить на данный вопрос. Вот, ну, большую часть вопросов... При заключении договоров вот то, что нам предоставляют списки специалистов. Спасибо большое руководителям, которые все-таки их составляют, потому что там достаточно подробно описывается, кто это, да, и какой вопрос и компетентно может ответить данный специалист. Поэтому мы всегда просим
по большей части писать не просто, что человек педагог-психолог, а в какой области он больше Мгм. специализируется. Почему? Опять же таки, да, для более Мгм. конкретных каких-то вопросов, когда нет возможности найти специалиста в данную секунду, а человеку нужна экстренная помощь. Поэтому бывают такие ситуации, возникали уже неоднократно, приходилось разыскивать в срочном Мгм. порядке. И хорошо, когда вот это вот оказывалось вот в таком вот в чудесном списке, скажем так, Мгм. когда можно было найти, созвониться, обговорить. Поэтому еще такая небольшая заметочка, большая просьба, если вы не против, да, и можете предоставить свои какие-то контактные данные, чтобы мы могли непосредственно сразу с вами связывать людей, было бы очень замечательно. Да, это тоже важно, да, действительно. То есть, ну, здесь только по вашему желанию, потому что Это без, чисто да. личное желание, А, то есть если есть возможность, мгм. то да, пожалуйста, можно с пометочкой, что вот с такого-то по такой-то и тогда-то, тогда-то. Мы будем, естественно, это учитывать, понимая, что к человеку можно обратиться только вот тогда или тогда. Да. Значит, и, безусловно, оказание услуг заявителю в составе мобильной бригады. То есть мы, если ваш муниципалитет есть заявочка, да, от получателей услуг, мы к вам выезжаем, и, безусловно, мы сразу вас привлекаем, да, потому что вы уже находитесь на месте, и в рамках вот этой мобильной бригады вы уже входите в состав оказания услуг То есть, да, получателям услуг. получается, что вы Да, уже на тот момент, когда мы выезжаем к вам, уже автоматически являетесь вот в да. этой мобильной группе, в составе данной мобильной группы на тот муниципалитет, куда как бы Да. нас пригласили, Ну, и именно в ту организацию, от которой вы нас да, то приглашаете. есть это как бы первый вариант. И второй вариант, конечно, мы иногда привлекаем специалистов в соответствии с запросами, с планами, Мгм. да, уже для выезда, ну, скажем, в другой территориальный, да, Ну да, вот, сегмент. допустим, если есть поблизости, как вот мы уже тут Мгм. неоднократно у нас получалась ситуация, если, допустим, к Усинску ближайшие какие-то населенные пункты есть, Мгм. то, безусловно, если мы выезжаем в ту же Печору там или Инту, понятно, что мы просим Мгм. тех специалистов, которые могут поблизости находиться, являясь нашими уже консультантами, и могут как бы быть привлечены к работе вот в этой мобильной группе. Мгм. Мгм. Ну, кроме всего прочего, специалист также может участвовать в оказании организационных, просветительских услуг. Мгм. Вы также можете, вы можете также организовывать различные клубы. Естественно, нам бы интереснее были, конечно, клубы, связанные с виртуальным пространством, потому что это самая такая простая линия отслеживания, да, Ну да. деятельности, да, виртуальных клубов. Поэтому, если у вас есть желание, направленность, то вы также можете и создавать свои какие-то клубы, популяризировать их, рассматривать уже на просторах пространства социальных сетей, интернета и так далее. Да? То есть так, чтобы для нас очень важно, чтобы здесь было качество, чтобы через эти клубы мы также могли привлекать наших родителей, да, для того, чтобы они также активно участвовали и запрашивали помощь от специалистов. Далее, у нас очень серьезная задача стоит именно в разработке просветительских комплектов. То есть это различные линии онлайн-курсов, методических комплектов для родителей. Понятно, что, естественно, мы не можем взять все то, что, как бы, может быть, вы хотите нам предоставить. Это непосредственно определенное задание Республиканского консультационного центра. Поэтому вы также можете, как специалисты, принимать участие В именно в разработке. разработке, да, но только по заданию сотрудников Республиканского консультационного центра, там, где есть заказ, заявка, да, там, где есть направленность, которая сегодня необходима родителей, когда родители обращаются за различной помощью, и мы понимаем, что недостаточно методической вот такой поддержки, да, поэтому, наверное, вот такой запрос мы сформируем и, возможно, будем вас привлекать уже в качестве организационных услуг. Далее, очень часто спрашивают, да, что вот необходимо делать. Ну, во-первых, любой специалист, который привлекается к деятельности Республиканского консультационного центра, он ведет свой учет оказываемой консультации в бумажном Да. журнале по месту оказания услуг. Журналы у вас могут быть утверждены приказами руководителей, да, Учреждений или учреждений, да. управления Если в образованием. этом есть какая-то сложность, вы нам, пожалуйста, напишите, мы вам какие-то форматы пришлем, предоставим, поможем, да, как это может быть. Потому что понятно, что фиксация вашей консультации, мы ее фиксировать не сможем,
поскольку те услуги, то есть не все время получается, предположим, зарегистрироваться через сайт, да, и сразу попадать в нашу информационную систему. Хотя, в принципе, последовательно, если мы это будем сообща и успешно всеми усилиями делать, да, консолидировать усилия, то, может быть, у нас отпадет, да, вот такой вот формат, как фиксация в каком-то бумажном журнале. Но пока все-таки для вашего учета, наверное, какой-то журнал оказания консультаций должен быть. Ну, я так думаю, что, наверное, у Мгм. них на уровне учреждений это как бы оно Ну существует. да, да. То есть, то есть, Вот. то есть, если вопросы вот по этому моменту будут возникать, давайте будем уже по мере поступления Да. их как бы А разруливать, так да? вообще у каждого специалиста консультационного центра есть своя карточка Вот дальше учета, идет, да? Обратите внимание. карточка учета оказания услуг. Те, кто с нами сотрудничал в прошлом году, они прекрасно Мгм. уже знают этот формат, они видели, они понимают, как его заполнять. Если возникают вопросы по заполнению, обязательно отзванивайтесь, пишите, спрашивайте, Мгм. потому что все данные, естественно, генерируются и направляются в федеральный центр, это не просто так. Есть у нас электронная Google форма заполнения Мгм. карточки учета Мгм. специалистов. Это очень удобно для тех, кто работает как раз удаленно. Достаточно быстро заполняется, без каких-либо проблем. Она усовершенствована. Вот уже на данный момент мы ее Мгм. Мгм. переработали. Она Мгм. стала более простой, более Мгм. доступной и понятной. Опять же таки, если человек вам не оставил никаких контактных данных, обязательно прописывайте, что контактные данные не представлены, и это нормально. То есть не надо этого пугаться. Мгм. Ам, Что еще хотелось бы сказать по поводу оказания услуг? Услуги заполняются по окончании какого числа? Ты Примерно, щас. наверное, к 20-му, да? Да, я Но сейчас сейчас Светлана смотрю. Николаевна вам более подробно об этом расскажет, потому что услуг в этом году достаточно тоже много, нагрузка достаточно большая. И помимо всего прочего, естественно, у нас есть большая потребность в оказании не только платных, как говорится, Да. услуг, но и бесплатных. Да, коллеги, тут надо еще обратить свое внимание, что здесь у нас в этом году как бы идет определенно жесткий контроль, да, поэтому очень важно понимать, что действительно именно линия учета вот консультационных услуг, она ведь важна не только для нас, да, то есть как для руководителей, специалистов Республиканского консультативного центра, она важна прежде всего для республики, Коми, потому что, еще раз говорю, мы все вместе решаем одни задачи реализации регионального проекта и федерального регионального проекта поддержка семей, имеющих детей. Поэтому это очень важный момент. Поэтому мы должны понимать, что да, какая-то часть услуг, конечно, будет рассматриваться с учетом заключенных договоров гражданско-правового характера, какая-то часть услуг может быть оказана в составе уже количества бесплатных услуг для родителей. То есть здесь уже линия движения и установления баланса, она зависит от сотрудников Республиканского консультационного центра, которые непосредственно будут уже этот баланс устанавливать. Поэтому вот так сразу сказать о том, что давайте мы вот все услуги напишем и все вы, Быстро да, кинемся да, писать. и вы Нет, конечно, так, да, безусловно, не засчитаете, то, получится. конечно, здесь немножечко не так. В прошлом году нам было посложнее. Мы работали буквально там, Цейтнот да, у нас был. несколько в цейтноте, работали очень оперативно, но еще раз благодарим всех, кто с нами работал. Мы очень благодарны всем, что так оперативно, хорошо и успешно мы вышли из вот этих наших серьезных каких-то моментов. Но, тем не менее, мы понимаем, что система, которая была, основа которой была заложена в 2019 году, она продолжается в 2020 году, и мы ее наращиваем и стараемся выстроить ее уже более качественно и более системно. Еще бы мне хотелось сказать, какая документация у специалистов может быть. Мы не говорим, что она обязательна, но она может быть. Итак, это журнал учета консультаций, он довольно-таки может быть простым, да, здесь вот написано, Что при да, что возможности возможно, все-таки. да, при возможности, это если есть полностью фамилия, имя, отчество, если нет, тогда понятно, что дается в качестве персональных данных. Обязательно, безусловно, для того, чтобы вы не забыли все-таки, да, статус вопроса нужно учитывать, то есть какой вопрос это, либо психологический, психолого-педагогический, либо методический, либо еще какой-то, да, какой-то краткий ответ, устный, письменный, то есть его надо обязательно зафиксировать, иначе потом вы забываете, что это было, когда вы начинаете заполнять учетную карточку, вы уже очень там сложно вспомнить, да, что
вы отвечали. Поэтому, конечно, учет, он как бы самостоятелен для вас, и вам очень важно его вести. Это очень важно. Если вам проще сразу заполнять учетную карточку, кто уже работал в прошлом Ну году, да, кто да, уже, то, пожалуйста, вы можете постоянно заполнять учетную карточку, и вот все ваши данные, они будут генерироваться в нашей да, информационной здесь не системе. будет такого, что, допустим, вот накопили там 2-3 месяца и Да, потом срочно да. заполняете. Нет. А мы прекрасно понимаем, что консультации может быть одна, две, три, и понятное дело, что Мгм. забыть очень легко, поэтому если у вас не так много консультаций, пожалуйста, не забывайте о том, что это можно делать, провел консультацию и тут же заполнил учетную карточку. Да. То есть здесь нет какой-то четкой определенной позиции о том, что нужно именно в это число заполнить, и вот ни в какой другое, ни в коем случае. Поэтому если вам так удобно, если вам так проще, пожалуйста, провели консультацию, сразу же заполнили онлайн-карту. Да, спасибо, Антонина Александровна. Действительно, то есть вы уже тут самостоятельно решаете, как вы данные услуги будете учитывать. Далее, когда мы все-таки рассматриваем вопрос по заключению определенных договорных отношений, да, то вы должны понимать, что вот там прикладывается у нас акт приемки. Поэтому акт приемки, конечно, очень важен, поскольку уже там вы прописываете то количество услуг, которое необходимо. Да. Но все услуги, вот, которые поступают в нашу единую информационную систему, они поступают так, как вы их записываете. Да. А непосредственно уже линия зашифровывания, то есть кодирования данных услуг, она уже лежит на ответственности Республиканского консультационного центра. И уже Республиканский консультационный центр вводит вот такое так называемое кодирование, шифрование, да, и уже вам непосредственно рассматривает ту нумерацию по коду, которая для вас будет выдана, что ли, Да, да, для Светлана вашего Николаевна правильно муниципалитета. подметила, и мы еще раз как бы хотим отметить это. Неоднократно уже говорилось, и еще раз хочется отметить, что любая передаваемая информация, будь то в Министерство образования нашего, да, когда запрашивают, сколько услуг было оказано, будь то информация, направляемая на федеральный уровень, она отправляется только в кодированном шифрованном варианте. Нету ни фамилий консультируемых людей, кто это был, что это. То есть здесь идет четкая кодировка конкретная в выданной консультации. Если это была очная консультация, то она будет закодирована как очная консультация, номер такая-то. Кто был в этой консультации и что вы там давали, с каким запросом он к вам обратился. Естественно, это ничего не расшифровывается, это остается на уровне нашего как бы понимания. Единственное для того, чтобы мы могли отчленить, что, допустим, к нам обратилось 10 человек, воспитывающих детей от 0 до 3 лет и так далее и тому подобное. Это чисто для статистических данных, не более, не менее. Поэтому, когда родители приходят, обязательно как бы объясняйте эту ситуацию, чтобы они не пугались и не боялись. Да, то есть мы еще раз напоминаем о том, что 152 закон, да, о защите персональных данных, мы не настаиваем для родителей о том, чтобы нам передавали персональные данные. Поэтому любая другая форма, которую родители нам предоставляют, это просто имя, да, это выдуманное имя, то есть любая форма, которая нам необходима, мы ее принимаем, и мы понимаем, что действительно каждый родитель, он защищен, и конфиденциальность ему гарантируется. Ну и понятно, что если вы работаете в рамках и привлекаетесь в рамках организационных услуг, то разработки, различные комплекты, они по заданию Республиканского консультационного центра, наличие их, конечно, обязательно. Да? То есть вы Да, предоставляете свой опять же таки, материал. при условии, что мы это запросили Да, от вас. конечно. То есть по заданию Республиканского консультационного центра. То есть все дополнительные такие услуги, связанные в том числе и с, может быть, возможным объемом консультаций, которые будут запрашивать сотрудники Республиканского консультационного центра, с разработкой, они все идут по заданию Республиканского консультационного центра. Ну и хотелось бы еще в заключение сказать о том, что сотрудники Республиканского консультационного центра, они могут от вас запрашивать информацию, связанную
с разъяснением, да, каких-то вопросов, если там какие-то выясняются непонятные вещи. Может также официально запрашивать информацию через официальные письма о предоставлении каких-то документов, подтверждающих выполнение тех или иных направлений, да. Могут к вам обращаться точно так же по запросу, связанный с отчетной документацией, и так далее. То есть здесь очень важно наладить тесную взаимосвязь для того, чтобы как бы мы очень четко и понятно работали друг с другом. То есть если какие-то вопросы возникают, связанные непосредственно с оказанием услуги, со степенью сложности, с учетом, с формированием и генерацией каких-то ответов на вопросы, да, с какой-то серьезной аналитикой, возможно, то вот все вопросы вы можете нам прислать устно и письменно. Да, Можно позвонить, в да, принципе, как бы мы всегда открыты. да. Телефоны Скажите свой все телефон. есть. Телефон, ну, в принципе, там представлен, да, 8 Да. 82 12 28 60 11. Если непосредственно обращаться ко мне, то Да. это дополнительный 321. Если, допустим, что-то срочное, то можно вот к Светлане Да. Николаевне по каким-то там вопросам действительно более серьезным, да, Да. административного характера, то это дополнительный Да, Светлана внутренний у Николаевна. нас мой 315, поэтому можете прозваниваться на Как бы у этот нас, да, внутренний единый, номер. но вот внутренние телефоны. Еще хотелось бы обратить внимание, конечно, на то, что все-таки специфика нашей республики предполагает к тому, что летний период у нас связан со Мгм. спадом оказания услуг. Это ну, естественно, нормально для специфики именно вот нашей республики, Мгм. то, что все-таки северные города и люди выезжают и вывозят детей, понятное дело, что уже в этот период как бы и отток населения происходит. Поэтому, уважаемые консультанты, те, кто с нами уже сотрудничает, те, кто еще предполагает или будет с нами сотрудничать, хочу обратить ваше внимание, что июль у нас будет отпускной месяц, то есть тот месяц, когда никто вас дергать не будет. Июнь и август, понятное дело, что они будут более такие умеренные месяца, но какие-то мероприятия на базе нашего учреждения проводиться все равно будут. Допустим, достаточно много запланировано онлайн мероприятий на июнь, ну а сейчас в связи с вот этим Да. вот коронавирусом нашим замечательным, скорее всего, что достаточно много мероприятий перенесется на май, сентябрь, октябрь, поэтому достаточно плотная большая работа будет вестись именно там. Хотелось бы обратить еще внимание и большая просьба вас, как специалистов по привлечению родителей, чтобы вы им помогали в том направлении, что можно отсматривать какой-то материал, да, на нашем сайте, Ну, сейчас в включу, да. видеозале. Сейчас вам покажут. Там тоже можно легко найти все вебинары, все семинары, все кинолектории, которые будут полезны не только для вас как специалистов, но и в первую очередь для родителей. Сейчас, поскольку у нас все в дистанционном варианте, да, делается, нами была разработана платформа новая, где идут какие-то консультации для родителей в онлайне на сайте Криро в достаточно большом широком спектре. Ну, давайте покажем. На наш сайт можно зайти, да? Или я могу зайти, да? Угу. Зайдем. Уважаемые коллеги, сейчас одну секундочку мы заходим на наш сайт. Да, Светлана Николаевна сейчас вам все покажет, проведет по ссылочкам, как раз будет все очень хорошо видно. То есть элементарно пошаговая инструкция, да, как говорится, для вас и для родителей. Уважаемые коллеги, мы зашли на наш сайт. Ну, я думаю, что образовательные организации с ним знакомы. Он очень популярен не только в Республике Коми, но и в других субъектах Российской Федерации. Здесь у нас в правой панели вы можете посмотреть и найти наш республиканский консультационный центр. Через вот эту вкладку вы сразу можете выйти на наш республиканский консультационный центр. Но я хочу обратить ваше внимание на вот Новую да, на вкладку. новую вкладку. Это методическая поддержка дистанционного обучения.
Мы перешли, наверное, как и все организации, на формат использования дистанционных образовательных технологий. И здесь далее в этой вкладочке вы видите два таких направления. Это педагогам и родителям. Безусловно, вы всегда можете Как педагогам, да, точно педагоги. так же говорить о том, что здесь есть все ресурсы, которые связаны сегодня с методической поддержкой образовательного процесса, значит, обучения наших школьников, да, то есть это наши, значит, платформы, то есть это единая система дистанционного обучения, где все педагоги могут пройти определенные обучения и использовать те ресурсы, которые там уже есть. Это вебинары Института развития образования, точно так же, которые вы можете использовать, точно так же и там очень много вебинаров, посвященные и в том числе родителям, да, и для родительского просвещения. Это ресурс российской электронной школы, платформа Я класс, Учи.ру, Яндекс Учебник, Единый урок, Профми. Для дошкольников Робоборик, пожалуйста. Это у нас ресурс, по-моему, по математике, там, где у нас есть хорошие электронные тесты. Очень хорошая медиатека, где, попадая в медиатеку, вы уже попадаете на те ресурсы российских библиотек, которые всегда тоже можно использовать. Ну, это медиатека, простите, это у нас просвещение нам представляет свою медиатеку электронных образовательных ресурсов. А библиотека нам представляет, такая вкладочка библиотека представляет нам различные ресурсы электронных библиотек. То есть здесь на этой вкладочке у нас представлены все ресурсы, которые рекомендованы Министерством просвещения Российской Федерации, да, к работе в рамках с применением дистанционных технологий, ну и плюс те ресурсы, которые вы всегда можете активно использовать как педагоги. И далее у нас собраны ресурсы родителям. Вроде бы как бы доработали уже, Да. я так Здесь вы видите предполагаю. точно так же ресурсы, которые уже повторяются. Но они именно для родителей. Да, но они именно родители. Очень интересный ресурс, который вы можете посмотреть, это досуг и культура. Вот заходим мы на досуг и культуру. Здесь у нас представлены ресурсы культуры РФ. Можете посмотреть. Да, и хочу добавить, что сейчас вот буквально нашими мальчиками готовится еще одно по культуре. Там будут виртуальные музеи, то есть можно с Да. ребенком дома посетить буквально виртуальный музей любого города, любой точки мира. Достаточно интересные экскурсии по городам, ну и так далее. То есть интересные такие направления работы. Также здесь будет представлен тот же самый наш сайт «Растим детей», где тоже можно получить достаточно много интересной информации. Еще обращаем внимание вот на медиатеку, хотелось тоже немножко продемонстрировать. Здесь расположены электронные образовательные ресурсы, да, которые также могут родители рекомендовать своим детям. Ну, наверное, дети больше знают уже, да, где найти различные электронные ресурсы. Но, тем не менее, родителям также можно посмотреть, как-то отнестись к этим ресурсам и также посмотреть, как их использует ребенок в практике своей деятельности, что тоже очень важно. Ну и наш консультационный центр. Мы заходим на наш консультационный центр. Здесь тоже есть различные разделы. Вот, да, Светлана Николаевна, хотелось бы, чтобы вот под общие сведения, да, чтобы посмотреть, как у нас там расположены специалисты, что к ним уже можно записаться. Да, где у нас вот это, да? Основные сведения. Да. Вот здесь вы видите специалистов. Здесь уже у нас расположены специалисты, то есть есть психологи, логопеды и методисты. Вот здесь мы на вкладочке психологов, по-моему, да? Да, на вкладочке психологов. Вот можете посмотреть, предположим, любой психолог, какое направление он ведет, да? То есть и можно сразу автоматически записаться к специалисту. специалисту. То есть все специалисты, которые будут с нами работать, вы здесь все будете заявлены, да? И это очень удобно для родителей. И, соответственно, они... Также, допустим, вот у нас на вкладочках, где... Вот у нас все логопеды, с которыми мы работаем, тоже можете обратить внимание. То есть тоже достаточно такой хороший ресурс, когда и родитель, то есть с точки зрения популяризации, да, вы всегда можете родителей тоже сюда направить, чтобы они посмотрели, увидели и так далее. Что еще интересного у нас? Федеральный навигатор наш. Растим Да, детей. и здесь мы сейчас заходим через наш сайт на Растим детей.
РФ. Значит, это еще раз мы говорим о том, что у нас есть такой замечательный, разработанный, да, навигатор для современных родителей «Растим детей РФ». Здесь очень классификация достаточно простая, то есть здесь вы можете также направить родителей, чтобы они выбрали то направление, которое их заинтересовало, пожалуйста, многодетная семья, приемная семья и так далее, да. То есть Вот здесь, на этой платформе как раз и да, будут родители проходить да, такое, так сказать, мини-тестирование по оказанию качества услуг. да. Обратите внимание, что здесь достаточно хороший классификатор, да, то есть по интересам. То есть можно здесь и самим специалистам, консультантам очень много чего найти интересного и нужного, наверное. Очень понятные направления, да. А, Тут все очень понятно, даже есть цифровая среда, пожалуйста, точно так же можно родителей сюда обратить. Здесь точно так же можно взять информацию для оказания консультаций. Вы вполне можете сюда обращаться всегда и брать то содержание, которое расположено на этом сайте. А также можете сюда обращать своих родителей. Вот такой вот сайт есть, он тоже постоянно пополняется. Здесь также идут различные направления, связанные непосредственно И горячие линии да, здесь есть, то есть связанные непосредственно, необходимы. да, с родителями, то есть куда можно обратиться. Вот, вы видите, здесь телефон доверия уже есть федерального значения, да, где оказывается психологическая помощь для детей, подростков и их родителей. То есть нам бы очень хотелось, и всем нам, наверное, необходимо понимать, что данный портал, он прежде всего разработан и действует для оказания услуг родителям, разного рода услуг, и вообще просвещения родителей, ну и, наверное, также и педагогов в том числе, ну и специалистов в том числе. Поэтому на этом же этот портал является ведущим в нашем проекте, поэтому мы постоянно будем к нему обращаться, будем, наверное, создавать определенные для специалистов какое-то обсуждение тех материалов, которые расположены на этом портале для обучения. Для нас это тоже очень важно. Коллеги, мы понимаем, что вы нам задаете какие-то вопросы. Да, вот в настоящее... Много у нас вопросов? Немного? В настоящее время мы, конечно, можем посвятить время и ответить на ваши вопросы, но, наверное, мы поступим следующим образом. Мы вопросы все эти проанализируем, Сгенерируем и сгенерируем. ответим Часть, каждому. часть вопросов мы разместим, если они популяризированные, да, и общего характера, мы разместим на сайте нашего консультационного центра. По индивидуальным вопросам мы свяжемся с вами и ответим. И те вопросы, которые требуют, наверное, всеобщего обсуждения, мы рассмотрим в следующем нашем вебинаре. Наверное, с них начнем. Значит, пока по предложению обучения, вот таких обучающих мероприятий, мы предлагаем проводить их один раз в месяц, но по вашей заявке, по вашей просьбе мы можем проводить их и чаще. Так, по вопросам. Да, это типичный Очень вопрос. часто задаваемый вопрос. Чаще всего вот именно такие специалисты, которые являются уже консультантами на уровне своего учреждения, и заключают с нами свои договора. Почему? Потому что человек уже понимает систему работы в консультационном центре, знает эту систему работы, да, и достаточно хорошо ориентируется во многих вопросах, ну, непосредственного направления деятельности организации. Является ли это дублирующим? Все зависит от того, безусловно, сколько и каких услуг вы будете оказывать.
То есть, если вы оказываете бесплатные услуги под зарплату в консультационном центре своего учреждения, то это одна ситуация. А если вы оказываете еще плюс к этому консультации через консультационный республиканский центр, то, безусловно, они будут оплачены отдельно. Я правильно объясняю? Коллеги, здесь знаете, что нужно, отвечая на этот вопрос, здесь надо немножечко понять, что в настоящее время мы выстраиваем нашу систему, да, то есть она, конечно, еще, может быть, не так совершенна, как бы нам хотелось. Значит, что очень важно понимать, что, соответственно, данные услуги, они входят в то количество общих услуг, которые рассматриваются в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Безусловно, мы по именно реализации данных услуг мы должны понимать, что данные услуги могут входить в состав бесплатных услуг, да, могут входить в состав оплачиваемых услуг. То есть, но в этом отношении нужно очень хорошо и понятно разводить. То есть, насколько сегодня Республиканскому консультационному центру необходимо оказание услуг, связанных с получением заявителя услуг. То есть, если вы оказываете как консультационный центр услуги только своего учреждения, да, только родителям, вернее, своего учреждения, то, безусловно, такие услуги засчитываться не будут. Если вы оказываете услуги, которые, как консультационный центр, который оказывает услуги непосредственно родителям Приходящим близлежащего, да, как говорится, или там района. да, ближайшего района, приходящим родителям, тогда, конечно, данного рода услуги, наверное, могут быть засчитаны в рамках Республиканского консультационного центра. Но еще раз повторяем, Ну, в любом случае, это да, индивидуально с это, каждым, это да. индивидуально с каждой организацией. И здесь, безусловно, вопрос будет уже решаться чисто в определенном направлении, да, в индивидуальном ключе. Да, но я думаю, что как бы вот вопрос такой, ну, частью мы на него ответили. То есть часть, возможно, какая-то еще составляющая, которую мы, наверное, еще подработаем и, может быть, ответим вам в следующий раз более подробно. Все. Спасибо большое, коллеги. Надеемся, что наше содержательное сегодня первое обучение Наверное, было для вас беседа скорее. полезным. Надеемся на хорошее взаимодействие. Очень просим вас все-таки проникнуться данной работой не просто как оказанием и получением услуг, а именно решением задач и достижением показателей нашего регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Спасибо.